Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье бай Старк». Создана Старк, выбрана вами. Салям алейкум, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Софрага Буйранус» и я, ее ведущая Айша Джевдетова. Талантливый человек, талантлив во всем. И сегодня у нас в гостях яркий тому пример – многогранный Мамут ага Чурлу. Хош келдіңіз, Мамут бей. Салям алейкум. Мы очень рады видеть вас на нашей кухне. Вы очень уважаемый человек, мы вас долго ждали. Не нужно рассказывать телезрителям, кто это. Этого человека знают все, уважают и любят все. Спасибо. Я думаю, что наше блюдо сегодня будет таким же ярким и интересным, как ваше творчество. Расскажем телезрителям, что вы будете готовить. Ну, я хочу сказать, что вот наша кухня крымско-татарская отличается одной особенностью. Одна из особенностей – это большое количество блюд из тыквы. Причем тыква в разных вариантах. Это сладкие блюда и это блюдо с мясом. Вот это блюдо с мясом и с тыквой достаточно редкое. Я не знаю, Сочетание тыквы с мясом. Да, в каких народах, может быть, еще есть. Это для этого надо изучать. Вот, но пока аналогов я не знаю. Вот. У меня достаточно рецептов. Я собираю рецепты традиционной кухни. Их очень много. Они как бы говорят об огромном богатстве нашего народа, который еще как бы предстоит нам эти пласты поднимать, изучать и как бы возрождать, вводить в жизнь, потому что это очень здоровая кухня, здоровая пища и уникальная. И сегодня я хочу сделать хабах долмаса. Хабах долмасы. Хабах долмасы, да, это вариант степной. Это керченский вариант этого блюда будет сегодня сделан. Я вижу у нас хабах, Да. мясо, баранина, исключительно Это баранина, хуэте, да? хуэте. Хуэте мас, пырныч, это у нас жирочек, да? Ичьяга, кое ичьяга, Лук. соган. И вот И приправа, чебрец. чебрец. Татарджана салайтма, чебрец, уnuttум. Венане. Лугатхан. Нане. Nane bu evvelden Мгм. 2 tane ot kullanılırlar aşka. Мгм. Yalı boylu, dağlı Tatarlar nane koyarlar. Çiberek, yantak, kobete, başka etli aşlar içine. Çöl taraftan çibrec. Машалла сізге, вот должны мы знать историю происхождения всех наших крымско-татарских блюд и узнавать у таких Да. людей. Сагун, что делитесь с нами. Мамутаха башла ихам? Пошла. Ne yapacağımız başta? Barçanak, barkaşak vermiş. Келишем будем? Еще. Не хаша. Тыква у нас остается целой, да? Да, это крышка, хапага, хапага. Мамутага, вот в детстве вы были необычным мальчиком. Вы много читали, отличались от сверстников. Давайте окунемся в ваше детство. Я бы с удовольствием окунулся в детство, как и каждый человек, если это получится. Ну вот вы считаете, что вы чем-то отличались от своих сверстников? Я не считал, что я отличаюсь когда-то. Вот, может быть, это сейчас становится понятным. Мгм.
Ну, не каждый мальчик в таком возрасте имеет интерес к книгам. Ну, то время было очень скудное на информацию, и как бы вот была такая тяга к любой практически информации, к любым источникам информации. Большая была тяга. А помните, что любили читать? Ну, сказки поначалу, что как каждый может читать, а потом уже, значит, такую научно-популярную. У меня сестры учились в институте, и как бы журнал «Наука и техника». Физика, химия, я знаю, да? Техника молодежи. Техника молодежи, такой журнал. Потом детский какой-то был тоже такой, я сейчас не помню его название. Да. Вот. Книг было очень мало, но хорошо была библиотека недалеко, детская. И я как бы туда постоянно бегал. Потом у меня соседка была журналистка. Это была троюродная сестра Ильи Оренбурга. У нее была огромная библиотека, она со мной делилась уже книгами, приключенческие книги. Уже постарше, когда я стал, у нее там была взрослая библиотека. Вот, научно-популярная. Потом отец у меня был киномехаником, и как бы все, что он где крутил, там мультфильмы какие-то или какие-то документальные фильмы, я все это видел. Мы жили напротив парка культуры и отдыха в Фергане. И в этом парке была летняя площадка, где бесплатно показывались документальные фильмы. Вот отец мой этой площадке работал, я ему помогал, был помощником киномеханика официально даже. Зарплата какая-то там шла. Нравилось? Ну, естественно, я в 10 лет мог провести весь сеанс. Я это очень гордился, что я мог там эту аппаратуру из подвала поднять, установить. Когда отец болел, я мог провести весь сеанс, потом собрать все это, убрать, закрыть и уйти. Потому что аппаратура в одном месте хранилась. Машаллах. Вот. И огромное количество документальных фильмов на самую разную тему. Там география, политика, наука и техника. То есть источник информации был очень приличный. Так. Марки. В то время первые марки такие цветные появились. Я помню, Большой театр. Собирали марки? Собирал марки. Мы жили во дворе сберегательной кассы. А там, значит, приходило же много писем, наверное. И был такой большой мусорный ящик. И все мы, пацаны, там копались, эти письма брали. Нас гоняли, нам запрещали это делать по какой-то причине. Я не знаю, по какой причине запрещено было эти письма с марками брать. Но мы умудрялись как-то это все. Не мог же сторож постоянно около ящика стоять, караулить. А откуда у вас возродилась любовь к музыке? После школы вы поступаете в музыкальное училище? Музыки. Дело в том, что я жил в самом центре города, и, собственно, кроме музыкальной школы, не после школы, а одновременно, это же с 1 класса музыкальная школа и общеобразовательная школа. Да. У меня, как бы я жил в самом центре города, значит, в центре квартала центрального. Вот на правом углу там была школа общеобразовательная, вторая, а на левом углу была музыкальная школа. Директором школы был Ильяс Бахшиш, значит, хороший Машаллах. Знакомый нашей семьи. Да, да. Вот. Ну, отдали туда, школа рядом, отдали в музыкальную школу. А потом И поступили меня- в музыкальное училище? Потом уже после музыкальной школы, после 7 лет, музыкальное училище. А какой факультет? Теория музыки. Машаллах. На Азар. Табах Азар. Вот эта вот плоскость там внутри готова. Это нам уже не нужно, не пригодится? Сейчас немножко я еще немножко подскребу здесь. Больше места освобожу для мяса. А, вот, да, чайырдек çıktı anda içinde. После музыкального училища вы поступили в Новосибирскую консерваторию снова на теорию музыки? Ну, вот я год поработал в училище уже преподавателем, меня оставили работать, а потом я поехал поступать в консерваторию. Поехал в Ташкент. Вот.
когда увидел, что абитуриенты с будущими преподавателями в обнимку уже ходят, я понял, что мне там делать нечего. И как раз одна из нашего училища дала информацию, что вот в Новосибирске хорошая консерватория. И я как-то сорвался и поехал И вы туда. подумали, поеду Сорвался, я поехал, в сорвался Новосибирск. и поехал туда. Да. Машаллах. Все, азар. Абах азар, постем. Крышка. Так, что делаем дальше? Да, барчанах бир. Да, bir çanak vereyim. Bakarım kızım. Çanaklarımız Çanakları çok. nasıl işliyor? Так, alamız et. Kemig'inden ayıramiz. Тяжело было учиться в консерватории? Ну, конечно, у вас уже был опыт, вы уже отучились в училище, Я работали по Отучился, профессии. уже поработал, да. Ну, Но все-таки как- консерватория – это уже еще более другая трудная школа жизни, так скажем. да, там, как сказать, конечно, свои трудности всегда есть. И после консерватории работали по профессии? Ну, естественно, я вернулся в училище. После консерватории я уже понял, что уже когда учился в консерватории, я понял, что я хочу быть художником. Ух ты! Там были очень интересные выставки, Это в очень возрасте интересные скольки художники. Около 30, наверное. Нет, Нет, раньше. да? Мгм. Раньше. Значит, консерваторию я где-то в 23-24 закончил. Так, какой год? 70-й год, 24 года. 24 года я закончил консерваторию и уже сорвался в Москву поступать в художественное училище. Ух ты! Сразу после консерватории. Уже такое было четкое намерение. А что конкретно вдохновило на поступление? Ну, Художество. как бы знакомство с искусством художников интересных новосибирских. Ну, я этим интересовался еще с музыкального училища, изобразительным искусством, собирал альбомы, собирал информацию. То есть вас То же это самое. присутствовало всегда? Да, ну, присутствовало с детства. Были приступы такие, хотелось рисовать. Были даже курьезные такие истории, когда был такой приступ, я маму просил краски купить. Ну, жили мы не богато, мама мне отказала, а приступ был очень сильный. Я пошел к соседям, занял денег, купил краски. Приступ удовлетворил, но мне влетело от мамы по Зато порисовали, первое да? число. Мамут ага, вспомните, вот какие впечатления были у вас, когда вы впервые приехали на родину, в Крым? Ой, я думаю, что вы их не поместите в передачу, мои впечатления. Наверное, тут же родились ваши новые какие-то работы, да, картины, ваши творения. Вы ошибаетесь. Я ехал в Крым по направлению Союза художников. Творческую группу в Гурзуф. Там была организована творческая группа для художников по мини-текстилю. То есть художник, который занимается текстилем, но произведения нужно делать маленькие, потому что текстиль – это трудоемкая, долгая работа. Поэтому можно было небольшие работы сделать и не одну. Вот, группа эта была в Гурзуфе, в Доме творчества 2 месяца продолжалась она. Ой, зачем я туда кладу? Я не знаю, уже у меня эти разговоры, они меня немножко отвлекают. 2 месяца эта группа была. И я с Ферганы направлялся сначала в Ташкент, а потом должен был из Ташкента лететь в Крым. Симферополь. Ташкент, Симферополь. Это был 87-й год. 87-й? Да. Да, 87-й год. И мои приключения начались уже в аэропорту Ферганском.
когда я регистрировал билет, мне показалось странным, что какой-то пожилой человек седой стоит рядом с этой кассиршей. С той, кто регистрирует. Ну, я как бы прошел регистрацию, пошел дальше. Значит, у трапа самолета стояла проводница и милиционер. Милиционер спрашивает, куда летите? Я говорю, в Крым. Он на моих глазах стал красным просто. Схватил меня за руку, потащил туда, к этому пожилому человеку. Оказалось, это, значит, человек из органов. И ему доложил, что я в Крым. Я вообще-то в Ташкент лечу. Да? И тут последовала команда сдать билет. То есть добирались вы с приключениями, так скажем. Ну да, сдать билет. Ну, вот это тут мои друзья, родственники меня провожают, сдать билет. Ну ладно. Я не стал спрашивать, мы же в то время как? Приказали, выполнили. Пошел на вокзал, сел на поезд. Утром я был в Ташкенте. Разница была в несколько часов. Он свою задачу выполнил, я выполнил свою задачу. Но в Ташкенте я уже такой поднял, ну, в Союзе художников просто скандал, что вот такое вот с нами делают. Я тут должен ехать в группу, а меня, значит, просто берут и саживают в самолеты, да. Вот. И уже из этих органов позвонили мне на работу, а я работал в Союзе художников, директору, чтобы они меня забрали, не пустили, значит, никуда. Но они сказали, что это Союз художников СССР меня направляет, что они не могут отменить это решение. И уже с Ташкента в Крым там меня никто, значит, как бы с самолета не саживал в Ташкенте. Прилетел в Крым, самолет бежит по дорожке в Симферополе. Я думаю, вот родная земля, какая она, интересно. Значит, заходим в терминал, а в терминале вот так вот рядом стоят военные, вообще там полковники, генералы. И народ начинает сортировать на белых и на черных. Черные — это крымские татары, их куда-то уводят всех, значит, а белые — это все остальные. Ну, я, когда показал свое направление, ну, меня пустили в дверь вместе с белыми. Потому что я не просто так приехал, а я еду по направлению. Потом я еду уже в Гурзуф на автобусе. И там раза два-три нас останавливают посты карантинные. Какой-то вирус в Крыму. Я спрашиваю, что за вирус? Местные едут. Они говорят, это у нас называется болезнь кроликов, говорят. Это, говорит, против татар сделано, чтобы вылавливать машины, все машины проверять, чтобы был предлог остановить машину и проверить, значит, что там крымские татары едут. И так как бы не пустить их куда-нибудь, не пустить или зафиксировать, я не знаю, цель какая. То есть с первых шагов, еще с Ферганы, я столкнулся с этим явлением, которое я называю, значит, крымский расизм. Да? Когда преследуются люди по национальному признаку. Да? Это же расизм называется во всем мире. Да? Нацизм, расизм, все что угодно. И вот это вот, оно сопровождало меня. В группе были интересные очень художники, мы подружились, общались, в частности, вот киевские художники. Вы потом снова уехали в Узбекистан? Ну, естественно, 2 месяца здесь была группа. 2 месяца, потом мы сделали выставку большую в конце, и мы это за счет Союза художников все это было. Дорога, проживание, вот эти 2 месяца. А потом уже решили переехать? Позже? Переехать. Это было первое знакомство с Крымом, и впервые я познакомился с... Ну, я в Средней Азии был немножко знаком с прикладным искусством крымско-татарским. Значит, там Зарема Трасинова меня познакомила с этим, с нашим актером, который коллекцию собрал. Умеров, по-моему, фамилия. И я эту коллекцию видел. Вот, потому что я уже занимался прикладным искусством и знал хорошо прикладное искусство народов Средней Азии.
а своего практически не знал. И когда я попал в Ханский дворец, увидел какие-то немного образцов. Вы стали глубже это все изучать. Нет, для меня важно было еще понять, я же его вообще не знал как бы, и понять надо было, оно вообще на каком уровне. Мы кто такие? Мы же не знали, кто мы такие, на каком оно уровне. Оно соответствует тому уровню, который есть в Средней Азии. Там мощнейшие потоки прикладного искусства, мощнейшие, сохранившиеся. Это фантастический мир, в котором, если с точки зрения искусства народного, мы жили в фантастическом мире, Ферганская долина. Киргизы вокруг, таджики, узбеки и потрясающее, совершенно невероятное народное искусство. Я его уже знал, увлекался, потому что я занимался сам текстилем, значит, качеством. А своего я не знал, и для меня был его первый вопрос, оно на уровне, оно соответствует какому-то, какой-то планке. Значит, ну, вот для меня важно было, я убедился, что оно планке этой соответствует. И после этого, вот после этих всех событий, когда я с этим, с расизмом, значит, я столкнулся, когда у нас в Доме творчества наш массовик-затейник был какой-то, и он, значит, в один день приходит, говорит, на улицу не выходите, говорит, там в горах, говорит, задержали подводу, татарскую подводу с оружием. И весь Гурзуф сидит, детей не выпускают, сидят все дрожат. Это надо придумать, татары с оружием, но они еще на подводах ездят. Там я один татарин был на весь Южный берег. Ну вот такую вот распространяли вещь, понимаете, тишина, даже собаки не лаяли в этот день, потому что все боялись этих татар, которые с оружием каким-то, с подводой какой-то, там в горах есть. То есть вот такая пропаганда. И, конечно, это оставило в моей душе тяжелейший след. И с этого момента я стал писать картины. Вот я как приехал в Фергану, уже начал с картины, и эти картины моего того периода, они были наполнены вот этими очень тяжелыми переживаниями. Да, мы рис приварили немножко, 5 минут в бульоне. Мы его накладываем в этот фарш с луком. И сейчас мы это Тщательно перемешиваем. да, и уже перемешаем, и уже мы начинять начиним тыкву. Мамутах, а помимо того, что вы сами занимаетесь творчеством в разных отраслях, у вас есть ученики. Да. Давно ли стали обучать? Как давно стали обучать? Ну, первый опыт был в 96-м году. В 96 году был проект по возрождению крымско-татарского ткачества килимного, для которого я вот на второй стадии писал уже как бы всю программу обучения, готовил пособия и обучал по всем направлениям. Обучал, кроме технологий, обучал красить растениями, обучал орнаменту, обучал композиции. Довольно большую группу, 60 человек со всего Крыма. Это был 96-й год. А потом уже контролировал, как эти люди работали, творческие, выполняли творческие, значит, задания. Давай мы еще, вот там немножко есть риса. То есть в ковроткачестве вы используете исключительно натуральные красители, да? Да. Топ-топ-топ. Ну давай, без бульона. Так, мы теперь это начиняем, закладываем. Побольше есть что-то такое? Вот какой-нибудь кевгер. Есть кевгер какой-нибудь? Есть такой. Подойдет? Не знаю, давай попробуем, как он по росту получится. Да? Вот так сделаем. Наверное, я буду работать двумя инструментами. Вот так вот. Вот это будет быстрее, да? Заполнилось, да? Теперь мы его закрываем. Мы ничего не забыли. И
в духовочку, да? Да, и теперь значит, мы его Противень. кладем. Может, мы его как-то каким-то жиром смажем? Этот Давайте противень. маслечком чуть-чуть. Есть масло, да, немножко? Чтобы оно не прилипло, да? Просто посерединке. Посерединке, вот здесь. Вот. Достаточно? Это, да, чтобы вот это вот момент прикосновения тыквы, чтобы она не прилипла, да? Еще налей немножко, пожалуйста. Да. Все. Вот так. И вот теперь мы помещаем в духовку при температуре 170-180 градусов. Она должна там постоять внутри. Так. Вот это надо вытаскивать вот так, мамутова. Что? Бардахачих. Система ниппель. Ага. Вот так вот вытаскивается, да? И потом вот это все вместе туда заходит, да? Я вот так буду закрывать. Хорошо. Все, засекаем. Мы заложили хабах в духовку. Хабах прунга койдuk. Хачдаха. Хабағымыз пішecek. 180 даха, 180 derece. Bir saat, yarım минут. А поможет нам наш хабах сделать вкусным прекрасная техника горения. Каждый стремится быть профессионалом в своем деле. Стать профессионалами на кухне вам поможет техника горения. Горение выбрано именно вами. А пока мы ждем приготовления нашего хабаха, я приготовлю вкуснейший кофе Леба Экстра. Леба Экстра – это магический аромат и великолепный вкус с нотками шоколада и легким цитрусовым акцентом. Насыщенный и бодрящий кофе Экстра – правильное начало каждого дня. Наше блюдо готово. Выглядит очень красиво, аппетитно. Бах-бах. Сначала мы выкладываем Да. начинку нашу. Да, выкладываем все сюда. А что делаем с хабахом? Его нарезаем, да? Ставим вот эти тарелочки дольками, как дыню. Такая у нас начинка. Ага. Бортовичек крупнее. Вот таким образом и будет? Да. Таким образом оно нарезается. Вот такое у нас настоящее крымско-татарское блюдо, такое, как готовили наши прабабушки, прадедушки. Да, кирчи. Кирчи. Да, это керченский вариант. Да. Керченская. А что тлоусы? Штатлоусон. Бисмилля. Юрунс. А мы переживали это яхши-пишкен. Машаллах. Замечательное блюдо. Да. Хабах пробуем. Хабах пропитался вот Мясом, этой да? начинкой. И такой необычный вкус. Ну да, мясо с тыквой, это сладкое. Бек-бегендом.
Натуральные яичные желтки и свежее подсолнечное масло в майонезах «Мечта хозяйки» – только то, что делает еду вкуснее. С майонезом «Мечта хозяйки» готовьте с душой и неповторимо. «Мечта хозяйки» – гарантированно вкусный результат. Урожайна – это мука и крупы крымского производства. Каши и гарниры из крупы урожайна всегда вкусны, потому что внутри упаковки только лучшие проверенные крупы, а тесто и выпечка из муки урожайна всегда получаются такими, как вы задумали. Именно поэтому нравится всем. Урожайна хозяйки знают, что выбирают. Мамутага, я вас очень благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Было очень приятно послушать вас, научиться. Вот мы научились и мясо нарезать ножами, и много советов полезных от вас услышала. Чохсага у нас. А фирма Лебо дарит вам вот такой чудесный подарочек. Будете пить кофе и вспоминать нашу студию. Передай привет фирме Лебо. Лебо, привет! Лебо, привет! Спасибо, Лебо! Дорогие телезрители, до новых встреч на телеканале Милет. Смотрите нас и не пропускайте. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый. Новая коллекция кухонной техники «Горенье by Stark». Создана Stark, выбрана вами.